И следующая, значит, у нас спикер – это Ольга Юрьевна Рожкова. Если у нас есть возможность с ней связаться, Ольга Юрьевна Рожкова сейчас находится в городе Ростов. Она является кандидатом биологических наук и директором Центра творческого развития гуманитарного образования школьников муниципального района Алекминский район. Очень хорошо работает этот центр, давно, эффективно, и очень интересные креативные проекты, которые совместно с Малой академией наук осуществляет данный центр. Это один из таких проектов селевого, значит, научно-исследовательского творчества или деятельности, когда, значит, существует уже сайт, где ребята могут сами, значит, все свои данные, которые получают в ходе своей исследовательской деятельности, в ходе сетевого исследовательского проекта, который называется «Научное лето». Это уже несколько лет очень успешно проводится у нас в республике. Разные районы, дети из разных районов ВУЛУСов участвуют, принимают участие в этом проекте. И кроме этого, что самое примечательное, еще и присоединяются другие, значит, субъекты нашей страны, федерации. Это регионы, даже Чечня, Калининград, значит, Дальний Восток, то есть ребята, которые тоже хотят принять участие в этом сетевом проекте. Чем силен этот проект, это то, что ребята имеют, все участники имеют возможность почти ежедневно получать консультации, активно обсуждать все свои научные данные, которые они получили в течение, значит, исследовательского периода дневного, да, так сказать, с известными экспертами из Академии наук нашей республики, да, из нашего федерального университета. Фактически сами они учатся навыкам научно-исследовательской деятельности, которая представляет собой очень такое тщательное и умелое наблюдение за окружающей средой, за изменениями, которые происходят в течение времени, да, и нахождение различных, значит, взаимосвязей, которые существуют в мире, и потом очень аккуратно это все, значит, записывать, фиксировать и результаты, исследовать эти результаты в статистическом плане, в плане еще качественных изменений, которые происходят. Значит, ну, можно, например, да, немножко рассказать, да, кстати, вот это, если мы, у нас уже есть, да. Я просто вот скажу, как это происходит, да, кстати, потому что очень трудно иметь соединение с Рожковой, значит, Ольгой Юрьевной, так как там район военных, как говорится, связанный и близкий к военным действиям, да, поэтому получается всегда трудно с интернет-связью, да, кстати, там часто отключение и прочее. Вот сетевой проект, да, «Научное лето» онлайн. Значит, принимать участие дети наши все, это очень открытый проект, любой может принять участие. Исследования очень простые, на самом-то деле это исследования, которые вы можете провести у себя во дворе, да, буквально. Это такой метапредметный проект, где все имеет практическое направление. Самое главное, что здесь есть, да, кстати, это то, что есть прямая, активная, живая связь с экспертами. Вот Михаил Михайлович, профессор, да, кстати, доктор биологических наук, он принимает тоже участие, помогает этим детям в проекте, да, кстати, давая ежедневные, например, консультации. Вот это очень сильная сторона данного проекта. Следующий слайд, пожалуйста. Да, организаторами проекта, как сказали, это совместный проект с Малой академией наук. Мы такие проекты очень поддерживаем, да, с нашими региональными центрами. То есть Академия наук, Малая академия наук имеет своих представителей, так называемые районные или региональные центры, РОМАН, региональные наши отделения Малой академии наук. И как раз вот данным отделением является Центр развития и гуманитарного образования школьника муниципального района Алекминский район. Давно мы работаем, и как раз вот возникла очень интересная идея создать сетевой проект со своим сайтом, куда можно все наблюдения, результаты исследований как раз показывать. И принимать участие все основные институты нашего центра, да, Якутского научного центра.
что очень приятно и показывает такую высокую активность научного сообщества в поддержке школьных научных проектов. Идея очень хорошая, цели активные, проактивные. Исследуйте то, что находится вокруг вас, да, кстати, вы действительно будете заниматься наукой. Дело в том, что наукой можно заниматься очень простыми методами. Самый главный принцип науки – это наблюдать и фиксировать, и самое главное – оценивать то, что вы зафиксировали, и проанализировать, и находить определенные связи. Это уже научный подход. Дело в том, что каждый ребенок, он рождается исследователем, он исследует свой окружающий мир, но когда потом поступает в школу, эти исследовательские навыки, которые уже у него начинают вырабатываться, сразу закрываются. Дело в том, что мы в школах не поощряем сильно исследовательскую деятельность окружающего мира как таковое, да, кстати, мы наоборот насаждаем им уже принятые где-то когда-то полученные знания. На самом-то деле знания всегда должны быть критически анализированы, и самое важное, то, что закрепляется, это те знания, которые ребенок сам добывает. Вы знаете, что это очень древняя такая максима существует, да, кстати, если вы мне даете что-то сделать, то я буду знать. Если вы мне когда-то что-то скажете, то я забуду. Это вот то, что было сказано много тысяч лет назад Конфуцием, да? И это истина до сих пор, значит, реализована, реально мы это ощущаем и видим, потому что тот, кто занимается научной деятельностью, сам руками что-то делает, тот и будет знать. Вот что мы хотим видеть в наших детях-исследователей, которые обладают этими навыками уже с рождения. Это прирожденный дар человека, да? То, что необходимо просто не мешать, а помочь развитию. И вот, как видите, карта показывает, где вот наши дети находятся, да, наши научные исследователи. Это каждый год там участвует примерно 300 детей. Они сами выбирают свой предмет исследования, занимаются там гербариями, исследуют то, что внутри находится, насекомых, животных, все, что есть вокруг, что им интересно. Потому что самое важное в науке – это интерес. Если есть у человека интерес, то он может это назвать действительно наукой, а наука – это способ как раз критического анализа тех наблюдений, которые они видят, да, кстати. Это вот то, что здания добываемые, да, кстати, и полностью верифицируемые называются наукой, которую вы можете передать другим людям. Следующее, пожалуйста. Да, наше направление вот этого сетевого проекта очень интересное. Как я уже сказал, это и геоботаника, картирование, то, что можно очень простыми способами производить, как раз фенология растений, то, что происходит действительно в динамике со временем, изменения в растительном мире вокруг, да, лесные экосистемы, флористические исследования, орнитология. Дети очень любят птиц, да, кстати, то, что летает, это вообще удивительно интересный феномен. Энтомология, палеонтология, то, что мы можем обнаружить, да, кстати, мерзлотоведение – это то, что с нами, да, кстати, наше богатство, и почвоведение, погода и климат – все то, что на самом-то деле рядом, что можно исследовать, используя самые простые инструменты, да, наше зрение, глаза и возможность все это записать. Да, кстати, самое главное в науке, да, это системность подхода, способность все это зафиксировать, очень четко, красиво, аккуратно записать и потом все это проанализировать. И обмениваться этими знаниями, которые вы получили. Информацию вы получили достоверно, вы смогли все это записать, положить в нашем общем сайте, и потом все это обсудить и получить взаимосвязи, которые можно найти, когда вы исследуете в самых разных точках. То, что называется у нас лонгитюдными, латитюдными исследованиями, которые нужны для исследователей Якутии. Это очень важно, потому что каждый ребенок оказывается вовлеченным в огромный большой проект, который охватывает всю республику. Следующее. Да, вот это как раз что происходит, да, сбор материала, анализ результатов. Самое главное, все это предшествует образовательный интенсив. Действительно, детям мы даем возможность, да, консультации в самом начале, как все это производить, какие методологии должны быть использованы, как все это. Очень простые, понятные, ясные, логически выверенные системы, которые позволяют детям заниматься ежедневно, многократно одинаковыми методами исследований, которые позволяют потом все это следить и сравнивать, что мы можем сделать, так как все эти исследования получены, данные этих исследований получены одинаковым способом.
производством. Да, кстати, используем одни и тех же методологий. Самое главное, посетите сайт, который называется phenonet.ru, где все это имеется. Да, кстати, тут очень красиво все четко описано. Каждый ребенок может стать участником. И чем замечательный этот проект, что исследования происходят одновременно, да, в разных точках нашей республики, нашей страны. Общие интересы, задачи существуют, обучение происходит именно через работу научно-исследовательскую. Сами становимся учеными, сами занимаемся научно-исследовательской деятельностью. Да, кстати, и это как раз то, что мы продвигаем среди детей, чтобы они сами самостоятельно занимались научной деятельностью. И такие сетевые проекты всегда помогают. Следующий. Вот результаты проекта, как мы видим, это уже существующее сообщество юных исследователей. Сильно очень помогают эти проекты тем, что потом результаты этих проектов дети используют для того, чтобы предоставлять как результаты своих проектов в шаге в будущее. Да? Кстати, это уже в дальнейшем способствует их проникновению в такой циркуль разных мероприятий, которые существуют в нашей республике и на федеральном уровне. Это и образование и развитие ребенка самого, да, кстати, ну и опыт научно-исследовательской деятельности, который показывает, каким образом нужно заниматься наукой постоянно, активно, ежегодно. Да, кстати, и это должно проходить в течение долгого периода времени. Дело в том, что наука — это не спринтерский бег, да, это реальный марафон, в котором мы принимаем участие, так как только со временем мы можем познать, какие произошли изменения, какие заметить то, что мы не можем заметить в течение очень короткого времени. Да? И это очень важно. И вот поэтому исследования они еще и публикуются, как сказал в свое время Фарадей, в науке самое важное публиковаться, да, все остальное как бы не важно, да, кстати, это значит, мы что-то сделали, опубликовали, то же самое мы предлагаем нашим детям, да, кстати, это вот публикации, которые как раз и в сайте происходят, и в дальнейшем уже в электронном виде, то есть уже мы их, значит, увлекаем в эту деятельность, это то же самое, как вы получили такой охотничий интерес, да, кстати, публиковать больше и больше, да, кстати, это, значит, полученные результаты, они и позволяют людям заниматься тем, что называется наука, да, кстати, это такое же охота, да, кстати, как вот увлекает нас всегда людей, да, кстати, в этом мире. Следующий. Да, ну и вот тут метрика есть, да, кстати, то, что получено, сколько детей было, принимало участие, какие различные проекты. Это на самом-то деле очень инновационный сетевой проект, который весьма получил характерную и большую поддержку, значит, на федеральном уровне, различных сообществ, в которых мы это показывали. Особенно вот нравится людям, которые из всероссийского такого движения креативных исследовательских педагогов, значит, который возглавляет Леонтович, у нас очень известный, значит, наш, как говорится, эдюкатор, да, человек из области такого просвещения и директор гимназии МГУ. Да, следующее. Да, ну вот это как раз участники проекта, да, кстати, они высказываются, что они там получили, что там интересного есть, да, кстати, вы это можете тут сами увидеть, да, кстати, как это было интересно, увлекательно и положительно, да, про активность. Ну и как раз, значит, тут участвует очень много людей, и самое важное, да, что и показывает волонтерство научное, показывает заинтересованность детей, показывает то, что мы, участвуя в этом проекте, сами растем. Спасибо. Да? Вот так до того, что, значит, как раз Ольге Юрьевны Рожковой, которая, к сожалению, не смогла лично сама рассказать про свой замечательный проект, да, который мы сами совместно делаем. Очень хочет слово сказать Михаил Михайлович. Да, маленькое дополнение. Вот есть направление, которое я расскажу, как будущий исполняющий директор, я заинтересовал своих сотрудников. У них в госзадании есть тема, связанная с изучением плодово-ягодных культур. Там вопросы переработки, но вопросы, тему, район, который выбрали, это был Колымский регион. Экономически очень сложный, трудно, значит, добираемый, приходят ко мне и говорят, ну надо командировки, надо то все. Я говорю, а давайте я вас веду в проект научный электронный. Закончилось тем, что сейчас появилось новое направление, вот Ольга Юрьевна, это, видимо,
презентации прошлого года. Этот год мы будем. И мы стали рисовать, рекламировать. Тут я, конечно, какую-то роль там, как пиарная фигура появилась. И сейчас очень много материалов стали по направлению биотехнологии плодово-ягодных культур. То есть, соответственно, там показывается, прямо видео есть, как делать по тех условиям, именно по правилам, варенье, какие приборы использовать, прямо наглядно все показано. И уже пошел интерес. И сотрудники очень довольны. Экономится куча средств у института, потому что, сами знаете, до Колыму это приезжайте лучше к нам, да? Поэтому материал идет, методически обучены, это собирают по правилам, отправляют фото, и люди довольны и говорят спасибо. То есть вот как раз партнерство такое, когда вот все объединилось, интересы. И еще, они говорят, еще за это немножко денег дают. Спасибо Малой академии наук. Да, конечно, вот образовательные интенсивы, конечно, это очень важная штука. Я просто говорю, что институты вот так тихонько и заходят. У кого-то интерес к госзаданию, у кого-то интерес развития, где-то еще что-то. Поэтому вот еще, что самое ценное, Финонет это для таких ученых, которые очень ленивые. Раз написали презентацию, сделали, выложили, все. А потом говоришь, ну где методика? Там, на Финонет.ру. Уже такая фраза появляется. А как это сделать? На Финонет.ру. Ходите, там все, там есть. Поэтому, соответственно, это тоже очень важные, нужные вещи. И потом дальше, уже следующий шаг, пожалуйста, прикрепляйтесь к образованию, к школам, исследователям, уже дальше уже другой этап возникает. Поэтому я вот вам показал пример, как люди через вот интерес проектный и соединились интересы взрослых, детей и руководителей, которые тоже сэкономили на этом определенные финансы. Поэтому вот входите в проект. Спасибо за ремарку, Михаил Михайлович. Ну и что же является результатом, да, всей этой деятельности, что важно, например, для как раз руководителей нашего региона, да, для главы нашей республики. Для него очень важно, чтобы дети, одаренные, могли быть зафиксированы, имеется в виду зарегистрированы, и зарегистрированы не как-то так, да, а так называемым специальном таком регистре, который называется «Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся достижения». У нас более 1000 детей, 1700 детей, да, зарегистрированы в данном ресурсе. Эти все дети, которые потом попадают в разные базы данных, очень важно, да, для карьерного их роста, для того, чтобы получили поддержку соответствующую. Дети, которые туда поступают, они потом получают возможность специальных стипендий президентского, да, из президентских стипендий, когда они учатся в университетах. То есть это все возможности, многие открываются для этих детей, потом они могут стать уже и лидерами, значит, технологического развития, и лидерами в других областях. То есть это вот самый важный задел, по которому уже начинается развитие всего вот пула талантов, которые будут в дальнейшем управлять и развивать нашу страну, да, для чего очень это все делается, да, потому что наша страна достигла такого уровня прогресса, да, который дает возможность исследовать большое количество, значит, разнообразных регионов в качестве доноров для, значит, наших кадров, нужных для того, чтобы наша страна смогла ими воспользоваться для своего развития, что очень важно. И наша республика как раз один из таких регионов, который дает много одаренных детей в данном ресурсе.